حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله والملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالبركة والإنعام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله فاتقوه وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع بعض. Дорогие братья, дай Аллах, чтобы сегодняшний день и последующие дни были нас баракатными, чтобы Всевышний Аллах вынес все наши благие деяния. Дорогие братья, мы знаем, в каком положении сегодня находятся мусульмане. И мы знаем, в каком трудном положении сегодня находится Палестина. И самое большее, что мы должны были сделать, дорогие братья, это мы сегодня должны были быть там, бок о бок, плечом к плечу с нашими братьями. А самое малое, что мы должны сделать, мы должны делать дуа за наших братьев, просить Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллах облегчил положение мусульман, и чтобы Всевышний Аллах наказал этих врагов Аллаха евреев, то есть евреев. Вот эти вот евреи, они являются лютыми врагами для верующих. Ибо Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране: «Бисмиллахи рахмани рахим, وَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا». То есть Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране нашему пророку, алейхиссалату вассалам: ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующих, иудеев и многобожников, говорит Всевышний Аллах. И поэтому евреи являются лютыми врагами для мусульман. И поэтому Всевышний Аллах евреев проклял в своем священном Коране. Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране: وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. То есть Всевышний Аллах говорит, что Всевышний Аллах проклял неверующих евреев языком пророка Дауда, алейхиссалам, языком пророка Иса ибн Марьям, алейхиссалам. Почему? Потому что они ослушались и они приступали к границе дозволенного. Сегодня, дорогие братья, мы видим, как они приступают к границе дозволенного, как они убивают детей, как они убивают женщин, как они убивают мирный народ. И поэтому Всевышний Аллах говорит в следующем аяте: «Я айюхалладина амну ла таттахиду яхуда ван насара аулия, ба'духум аулияу ба'дин, ва ман ятаваллахум минкум фа иннаху минху». То есть Всевышний Аллах говорит: о те, которые уверовали, о те, которые уверовали в Аллаха и в судный день, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. И Всевышний Аллах говорит: если из вас кто-нибудь будет считать их своими помощниками и друзьями, он будет считаться одними из них, говорит Всевышний Аллах. И, дорогие братья, мы должны знать, что для нас, мусульман, означает сегодня Палестина. Мы должны знать, что для нас, мусульман, означает Бейт-аль-Макса, то есть мечеть, которая там находится. Дорогие братья, Палестина – это тот же самый Шам. То есть в Шам входят земли Палестины, Иордании, Сирии и Ливана. И, дорогие братья, а наш пророк, алейхиссалату вассалам, помимо того, что в Шаме родились и были похоронены много пророков, у этих земель есть и другие достоинства, которые наш пророк, алейхиссалату вассалам, упомянул в своих хадисах. И наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, подтверждает достоинство Шама. В Шам, в этот Шам входит и Палестина. Наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Я Туба ли Шам, я Туба ли Шам, я Туба ли Шам,
наш пророк, алейхиссалату вассалам, когда сказал: добрые вести для Шама, добрые вести для Шама, добрые вести для Шама. И сподвижники спросили: о посланник Аллаха, бима далика, почему это добрые вести именно для Шама? Наш пророк, алейхиссалату, после этого сказал: тилька малайка Аллаха баситу аджнихата аля Шам. То есть наш пророк, алейхиссалату, после этого сказал, что ангелы Всевышнего Аллаха, они распростерли свои крылья над Шамом, оберегая Шам, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. Кроме этого, к нашему пророку пришли 3 группы и сказали: о посланник Аллаха, сделай дуа для наших земель. И что сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам? Наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: Аллахума барик на фи Шамина, Аллахума барик на фи Йемена. О Всевышний Аллах, благослови земли Шама и благослови земли Йемена, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. Эти земли, на которых Всевышний Аллах, наш пророк, алейхиссалату вассалам, сделал дуа. Кроме этого, наш пророк, алейхиссалату вассалам, что сказал, подтверждая достоинство Шама? Аллах инна имана иза вакат аль-фидату бишам. То есть наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: услышьте, проснитесь. Воистину, говорит наш пророк, алейхиссалату вассалам, иман, когда появится смута, будет в Шаме, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. Кроме этого, будет судный день, дорогие братья. И где будет проходить этот судный день? Дорогие братья, в Шаме, а именно в Палестине. Ибо наш пророк, алейхиссалату вассалам, что сказал? Ашаму алдуру махшари вал маншар. То есть наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит в своем хадисе: Шам — это земля воскрешения и сбора. То есть все люди будут воскрешены в Шаме, и они будут собраны в Шаме. То есть судный день это состоится в Шаме, именно в Палестине, как говорят ученые. Дорогие братья, Шам, именно вот эта вот Палестина, это 3-я святыня для нас, для мусульман, после Мекки и Медины. А теперь эти достойные, эти вот святыни для мусульман, сегодня они в руках неверных. Дорогие братья, что для нас означает Масджид Акса, мечеть, которая находится в Палестине? Наш пророк, алейхиссалату вассалам, после того, как переселился из Мекки в Медину, дорогие братья, 17 месяцев наш пророк, алейхиссалату вассалам, молился в сторону этой мечети, в сторону Масджид Акса. И кроме этого, когда было, и после того, как Всевышний Аллах не спасал Коран и повелел нашему пророку и сподвижникам обратно повернуться в сторону Мекки, после этого только наш пророк вместе с подвижниками повернулись в сторону Мекки. Вот такие вот достоинства имеет вот эта вот мечеть. Дорогие братья, когда наш пророк, алейхиссалату вассалам, было ночное путешествие, наш пророк, алейхиссалату вассалам, остановился именно в этой мечети. Наш пророк, алейхиссалату вассалам, именно в этой мечети сделал 2-ракатный намаз. Когда Всевышний Аллах собрал всех пророков, наш пророк, алейхиссалату вассалам, был имамом, а все пророки стояли сзади нашего пророка, и наш пророк именно в этой мечети сделал 2-ракатный намаз. И именно с этой мечети наш пророк, алейхиссалату, поднялся на небесный свод. Дорогие братья, вот такие вот достоинства имеет вот эта вот мечеть. Абу Зар аль-Гифари, сподвижник нашего пророка, говорит, что один раз он спросил у посланника Аллаха: «Я Расулуллах, айю масджид вудиа фил арди аулян». Какая первая мечеть появилась на этой земле? То есть первая мечеть на этой земле, какая, когда спросил Абу Зар аль-Гифари, наш пророк, алейхиссалату вассалам, ответил: аль-масджид харам, то есть запретная мечеть, которая находится в Мекке. И после этого Абу Зар аль-Гифари говорит: я спросил: сумма ай, а после этой мечети, какая мечеть вторая появилась на этой земле? Наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: аль-масджид Акса, Бейтул Мақдис, мечеть, которая сейчас находится в Палестине. И после этого Абу Зар аль-Гифари говорит, что я спросил: камкана бейнухума, сколько времени было между вот этими 2 мечетями? И наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал 40 лет. То есть между вот этими 2 мечетями 40 лет было, дорогие братья. И первый, кто построил эту мечеть, как ученые говорят, один из реваятов, ее построил пророк Адам. Но есть другие реваяты, которые говорят, что эту мечеть первый начал строить пророк Дауд, алейхиссалам, а закончил его сын пророк Сулейман, алейхиссалам. И, дорогие братья, когда наш пророк, алейхиссалату вассалам, начал свою пророческую миссию, и после того, как нашего пророка не стало, когда халифом был Умар ибн аль-Хаттаб послал войско во главе Амр ибн Асам. И вот это вот войско мусульман освободили вот эти вот святыни, освободили эти земли, эту мечеть для мусульман. Но прошло много времени, мусульмане ослабли. И после того, как нашлись крестовые походы, крестоносцы обратно отвоевали эти земли у мусульман. И они перешли к неверным.
Но Всевышний Аллах подготовил таких вот воинов, как Салах ибн Аюби. И Салах ибн Аюби в свое время обратно отвоевал эти земли для мусульман. И после этого они были у мусульман. Но мы видим сегодня, когда мусульмане оставили эти земли, обратно перешли к неверным, а именно к евреям, дорогие братья. И вот эта вот земля, вот эта вот мечеть, это та мечеть, которая пророк Муса сделал дуа Всевышнего Аллаха, чтобы он его приблизил к этим святыням на расстоянии броска камня. Ибо в достоверном хадисе, который передал имам Бухари, говорится: «Са'ала Муса Аллаха айюдбига мин ардин мукаддасти рамьятан бихаджарин». То есть наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, пророк Муса перед своей смертью сделал дуа, чтобы Всевышний Аллах приблизил его на расстоянии камня к этим святинам. И, дорогие братья, Всевышний Аллах приблизил его. И наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: если бы я был бы там, я бы вам показал могилу пророка Мусы. И, дорогие братья, эти святыни сейчас у неверных, именно у иудеев. И, дорогие братья, вот это вот Израиль, с Израилем граничат кто? Все мусульманские страны, то есть Египет, Иордания, Сирия, Ливан. И, дорогие братья, ни одна страна не помогает. Ни одна страна не помогает. Вот что обидно, дорогие братья. И я не знаю, когда они начнут помогать. Я не знаю, когда они проснутся. Если они хотят проснуться после того, как евреи начнут убивать женщин, так они уже их убивают. Если они хотят проснуться после того, как евреи начнут убивать детей, так они уже убивают этих детей. Если они хотят проснуться после того, как евреи начнут рушить мечети и больницы, так они уже их рушат, дорогие братья. Если мы сегодня мусульмане, если мы не объединимся, если мы сегодня не покажем свое единство, с нами не будут считаться, дорогие братья. Мусульман 1,5 миллиарда, дорогие братья. И 1,5 миллиарда мусульман не могут остановить горстку евреев. Разве это не стыд, дорогие братья? Что мы скажем нашему пророку, когда мы встретимся в судный день? Что мы скажем Умару ибн Хаттабу, когда мы встретимся в судный день? Что мы скажем Салаху ибн Аюби, когда мы встретимся с ним в судный день? Но, дорогие братья, уксиму билля, я клянусь вам Аллахом. Уксиму бираббиль Ка'ба, я клянусь вам Аллахом. Аджалан, рано или поздно, сегодня или завтра, мусульмане победят евреев. И мусульмане в этой мечети сделают намаз, и они никого не будут бояться, кроме Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, в достоверном хадисе, который передал имам Муслим, наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ла такуму саака хатта якутиль муслимун аль-ягуд». Наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, судный день не настанет, пока мусульмане не будут воевать с евреями. И мусульмане будут убивать евреев, пока евреи не будут прятаться за камнями, за деревьями. Я муслим, я Абдуллах, и эти камни, эти деревья будут говорить: о муслим, о раб Аллаха, иди за мной спрятаться с евреем, иди убей его. И мусульмане будут убивать. Дорогие братья, уксиму бираббиль Ка'ба, уксиму билля, я клянусь вам Аллахом, аджалан, рано или поздно, сегодня или завтра, мусульмане отвоюют эти земли, и мусульмане в этой мечети делают намаз, и они никого не будут бояться, кроме Всевышнего Аллаха. Единственное, то, что вот успокаивает, хотя бы немножко успокаивает, это то, что вот эти вот времена нам наш пророк, алейхиссалату, предсказал. Еще в свое время наш пророк, алейхиссалату, что сказал? Наш пророк, алейхиссалату, сказал: наш пророк, алейхиссалату, говорит: близко то время, когда народы будут создаваться против вас, подобно тому, как едоки создаваются на трапезу. Дорогие братья, группа людей села покушать, а вторая группа подходит и ничего не спрашивает, забирает у них их еду. Это то же самое, что творится сегодня в Палестине. Эти шакалы, эти гиены пришли на эти земли и не спрашивая вместо палестинцев, они забирают у них эти земли. И когда наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал вот эти вот слова, сподвижники спросили: о посланник Аллаха, это будет из-за того, что нас будет мало? На что наш пророк, алейхиссалату вассалам, ответил: «Балантум йоумин катир, валакиннакум усам каусай сей, валаянзаанна Аллах мин судури адуим калам махабата минкум, валаятадафанна Аллах фи кулубикум аль-вахн». Наш пророк, алейхиссалату: нет, вас не будет мало. Напротив, то вас будет много.
но вы будете подобны мути, рассеянной в потоке. А в других хадисах наш пророк, алейхиссалату, сказал, вы будете подобны пене морской, слабые, как морская пена. И Аллах сделает так, что страх перед вами покинет сердца ваших врагов. То есть ваши враги не будут вас бояться. А в ваши сердца Аллах поселит слабость, то есть ваган, слабость поселит. И сподвижники спросили, о посланник Аллаха, вамал ваган, что это за слабость, которую Всевышний Аллах поселит в наши сердца? На что наш пророк, алейхиссалату, сказал, хуббу дуня ва карахиятуль маут. Это любовь к мирскому и боязнь к смерти. Вот эти вот страны, что не помогают нашим братьям, палестинцам, своим соседям, ими движет вот это вот, то есть хуббу дуня ва карахиятуль маут. Любовь к мирскому и смерть, и боязнь смерти. Дорогие братья, еще что успокаивает, атланна фиджанна атлахум финнар. То, что наши убитые, они будут в раю, а их убитые, они будут в аду. Это не мои слова, это слова нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Дорогие братья, когда была битва возле горы Ухуд, когда мусульмане проиграли, когда у мусульман было очень трудное положение, когда было множество сподвижников нашего пророка были убиты, и мусульмане отступили, они поднялись на гору. Абу Суфьян с Немердом со своим войском, когда поступили к этим горам, Абу Суфьян что сказал? То, что мы сегодня с вами сделали, сказал Абу Суфьян, это за то, что вы с нами сделали при Бадре, когда была битва при Бадре, когда мусульмане одержали победу. Теперь мы квиты, теперь мы одинаковы, сказал Абу Суфьян. И на что наш пророк, алейхиссалату, нет, сказал, мы не одинаковые. Ибо татлана фиджанна ва атлакум финнар. Ибо наши умершие, они в раю, а ваши умершие, они в аду, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. И эти слова наш пророк велел Умар ибн Хаттабу, чтобы он передал. И Умар ибн Хаттаб передал эти слова Абу Суфьяну. Ла хаула ва ла куввата илля билля, дорогие братья. Нет большей силы, кроме как у Всевышнего Аллаха. Хасбун Аллаху ни'мал вакил. Достаточно Аллаха и прекрасный предводитель. И, дорогие братья, как я сказал раньше, самое большее, что мы должны были сделать, мы должны были быть там, вместе с нашими братьями. Бок о бок, плечом к плечу. Но, если этой возможности нет, что мы должны делать? Мы должны делать дуа. Мы должны молиться Всевышнему Аллаху, чтобы положение у мусульман облегчил Всевышний Аллах, и чтобы погубил этих евреев. Я дал Джаллали ва Изза, о обладатель величия и могущества. Анкезил муслимина фи Газа, спаси мусульман в Газе. Аллахума кун лахум аунан ва насира. О Аллах, поддержи и помоги им. Аллахума алейка билляхуди залимин. О Аллах, погуби несправедливых иудеев. Ихзимхум ва задзирхум. Наноси поражение, разбей и потряси его, Всевышний Аллах. Аллахума арина фихим аджайба кудрати. О Всевышний Аллах, покажи нам у них свою удивительную мощь и разбей их. Аллахума харрир муслимина фи Газа. О Аллах, освободи мусульман в Газе. Аллахума фукка асрухам, вашфи маризам, вакшуф курбатам. О Всевышний Аллах, освободи пленных из мусульман, исцели больных из них, удали их печаль, удали ада дин, и погуби врагов религии, о Всевышний Аллах. Аллах мансур муслимина фи Газа. О Всевышний Аллах, помоги мусульманам в Газе. Дорогие братья, делайте дуа и не уставайте. Аджарани Аллах Та'ала ва яка мин азабил алим, ва гафар Аллаху ли ва лакум ва хум гафурур рахим. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usukum ibadallah, ati'ullah, rahimakumullah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ma baina al-mashariq wal magharib kullihim amatan ajma'in. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على Дорогие братья, после второго раката, обычно, когда бывает спускается горе на мусульман, желательно читать Куру. Внутрь то, что желательно, то, что читают после утреннего намаза, и то, что бывает, когда бывает Рамадан,
После того, как первая часть Рамадана заканчивается, на вторую часть читают кунут. Вы, наверное, все знаете, Аллах махина фимин адей бахина. Иншаллах, чтобы вот мы не запутались, мы все постараемся прочитать. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من آتيت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما هديت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أخرجنا من الدنيا مع الإيمان اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين
وانصر المسلمين على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم على أعداء الدين. اللهم أنقذ المسلمين في غزة. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم زلزالا شديدا. وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربنا اغفر لنا